Например, человек, вот скажите, пожалуйста, кто из вас в долгу попал, потому что деньги брал с кредита или у кого-то-нибудь с надеждой, что делаю бизнес? Держите руку, держите. Огляните вокруг все. Видите? Теперь можно спросить один-два примера. Сколько вы брали? Именно хотя бы одного человека скажите, или банка скажите, любого примера. 1 миллион сом банк. Так? Теперь можно спросить, сколько ваш доход был до того, когда вы брали эту сумму? Ваш доход, сколько вы обычно? Вы зарабатывали в месяц 50 тысяч. Смотрите, 50 тысяч. Можно спросить сейчас. Внимание обратите, постарайтесь мне понимать, пожалуйста. Если байкер зарабатывает 50 тысяч если зарабатывает, соответственно, у него финансовая программа настроена на что? На 50 тысяч, но не на миллион. Кто мне начал понимать? Финансовая программа настроена на что? На 50 тысяч, но не на миллион. Я уверен, что вы сейчас легко зарабатываете 50 тысяч. Согласны? Легко. Если вы у кого-то-нибудь 50 тысяч или 70 тысяч брали бы, вы не попали бы в долгу. Я уверен. Согласны? Финансовая программа влияет. А теперь, смотрите, не имеет значения, вот сейчас старайтесь это секрет понимать, не имеет значения, вы деньги брали у кого-то-нибудь. Кто из вас подряд товар брал, эти товары по чуть-чуть продавалось, расходовалось, подряд товар брал, и тоже его не могли так... Ну, в общем, долги появились, потому что подряд товар брали. Машину брал, товар брал, продукт брал. Держите руку, что я возьму. Теперь держите руку. Я хочу, чтобы вот это запомните, пожалуйста, это очень важно. На какую сумму товар брали? Сейчас поймем. Товар. 150 тысяч. Долларов. Сом. 150 тысяч сом. Товар брал. Потом это... А вы сколько зарабатывали до того, когда вы брали этот товар? 18. 18 тысяч сом заработали. И вы думали, что если товар подряд возьму, я продам и потом восстановлю, какая-то некая сумма меня остается. Так? А потом как произошло? Что изменилось? Вам товар давали, потому что вы так планировали, правильно? Что изменилось? Я тратил больше. Вы постепенно продавали. Я тратил больше из реализованных товаров. Вы не заметили, как это произошло? Вы не знали. Или вы же знали, что я должен больше тратить? Вы же так не делаете специально. Скорее всего, была такая картина. Вы думали например, скажите, пожалуйста, если вы за 150 тысяч взяли товар подряд, по вашим планам, по вашим идеям, вы же наваром продаете, правильно? Сверху чуть-чуть добавите продукт. Сколько вам должно было оставаться прибыль? Послушайте внимательно, кое-что интересно поймете сейчас. 15 тысяч где-то. Сверху. От 15 до 20. Где-то в районе 20 тысяч приблизительно вы должны были зарабатывать. Так? С надеждой, что у меня 20 тысяч прибыли есть, вы по чуть-чуть продавали и расходовали. Обычно так. Люди расходуют, исходя и думая о прибыли. Но там же есть деньги. Потому что они не читают деньги. Правую руку поднимем, повторим за мной. Нищета. И слово не считать. Вы понимаете? Вы не важно, $1 миллион дайте человеку. Если человек не читает, он нищий станет. Нищий не тот, который на улице как бомж ходит. Это не тот нищий. Нищий тот, который не читает. Любой человек, который не считает деньги любит счет. Если не считаешь деньги, она со временем приводит к нищете. Щелкнул в голове или нет? У кого щелкнул? Вы заметили? Я точно знаю, что к долги приводит, когда человек не читает деньги. Если вы будете читать деньги, долги так быстрым темпом растут. Да. А человек что делает? Ориентируется. Вот я знаю, что вот этот парень, например, думал, вот эту машину возьму, оттуда продам, ну ладно, 1500, 2000 есть, ну ладно. И он, думая, а это доход, и по чуть-чуть расходует, в какой-то момент денег нет. Основном бизнесмен пойдет в долгу, потому что думает, отсюда возьму, туда отдам, оттуда возьму, сюда отдам, оттуда. И не получается. В каком-то момент где-то застой произойдет и не получается. Вот эта девушка, это легендарная девушка, иди ко мне. Сколько пунктов долгов было у тебя, когда ты со мной встретилась? Много. Сколько пунктов? Где-то 150 тысяч долларов.
150, сумма это 100 тысяч. Влияние финансовой программы на появление долгов. Долги появляются потому, что люди не знают о финансовой программе и не умеют управлять финансовой программой. Влияние финансовой программы на появление долгов. Как это произойдет? Почему так происходит? Внимание обратите. Вот так. Например, человек, вот скажите, пожалуйста, кто из вас в долгу попал, потому что деньги брал с кредита или у кого-то-нибудь с надеждой, что делаю бизнес? Держите руку, держите. Огляните вокруг все. Видите? Теперь можно спросить один-два примера. Сколько вы брали? Именно хотя бы одного человека скажите, или банка скажите, любого примера. 1 миллион сом банк. Так? Теперь можно спросить, сколько ваш доход был до того, когда вы брали эту сумму? Ваш доход, сколько вы обычно? Вы зарабатывали в месяц 50 тысяч. Смотрите, 50 тысяч. Можно спросить сейчас. Внимание обратите, постарайтесь мне понимать, пожалуйста. Если байкер зарабатывает 50 тысяч если зарабатывает, соответственно, у него финансовая программа настроена на что? На 50 тысяч, но не на миллион. Кто мне начал понимать? Финансовая программа настроена на что? На 50 тысяч, но не на миллион. Я уверен, что вы сейчас легко зарабатываете 50 тысяч. Согласны? Легко. Если вы у кого-то-нибудь 50 тысяч или 70 тысяч брали бы, вы не попали бы в долгу. Я уверен. Согласны? Финансовая программа влияет. А теперь, смотрите, не имеет значения, вот сейчас старайтесь это секрет понимать, не имеет значения, вы деньги брали у кого-то-нибудь. Кто из вас подряд товар брал, эти товары по чуть-чуть продавалось, расходовалось, подряд товар брал, и тоже его не могли, ну, в общем, долги появились, потому что подряд товар брали. Машину брал, товар брал, продукт брал. Держите руку, что я возьму. Теперь держите руку, я хочу, чтобы вот это запомните, пожалуйста, это очень важно. На какую сумму товар брали? Сейчас поймем. Товар. 150 тысяч. Долларов. Сом. 150 тысяч сом. Товар брал. Потом это, а вы сколько зарабатывали до того, когда вы брали этот товар? 18. 18 тысяч сом заработали. И вы думали, что если товар подряд возьму, я продам и потом восстановлю, какая-то некая сумма меня остается. Так? А потом как произошло? Что изменилось? Вам товар давали, потому что вы так планировали, правильно? Что изменилось? Я тратил больше. Вы постепенно продавали. Я тратил больше из реализованных товаров. Вы не заметили, как это произошло? Вы не знали. Или вы же знали, что я должен больше тратить? Вы же так не делаете специально. Скорее всего, была такая картина. Вы думали например, скажите, пожалуйста, если вы за 150 тысяч взяли товар подряд, по вашим планам, по вашим идеям, вы же наваром продаете, правильно? Сверху чуть-чуть добавите продукт. Сколько вам должно было оставаться прибыль? Послушайте внимательно, кое-что интересно поймете сейчас. 15 тысяч где-то. Сверху. От 15 до 20. Где-то в районе 20 тысяч приблизительно вы должны были зарабатывать. Так? С надеждой, что у меня 20 тысяч прибыли есть, вы по чуть-чуть продавали и расходовали. Обычно так. Люди расходуют, исходя и думая о прибыли. Ну там же есть деньги. Потому что они не читают деньги. Правую руку поднимем, повторим за мной. Нищета. И слово не считать. Вы понимаете? Вы не важно, $1 миллион дайте человеку. Если человек не читает, он нищий станет. Нищий не тот, который на улице как бомж ходит. Это не тот нищий. Нищий тот, который не читает. Любой человек, который не считает деньги любит счет. Если не считаешь деньги, она со временем приводит к нищете. Щелкнул в голове или нет? У кого щелкнул? Вы заметили? Я точно знаю, что к долги приводит, когда человек не читает деньги. Если вы будете считать деньги, долги так быстрым темпом растут. Да. А человек что делает? Ориентируется. Вот я знаю, что вот этот парень, например, думал, вот эту машину возьму, оттуда продам, ну ладно, 1500, 2000 есть, ну ладно. И он, думая, а это доход, и по чуть-чуть расходует, какой-то момент денег нет.
В основном бизнесмен попадет в долгу, потому что думает, отсюда возьму, туда отдам, оттуда возьму, сюда отдам, оттуда. И не получается. В каком-то момент где-то застой произойдет и не получается.